Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня у нас в гостях наша вкладчица Галия Уразбаева. Она сегодня расскажет нам свою историю приобретения жилья. Галия, добрый день! Добрый день. Мы бы хотели узнать, как начался ваш путь приобретения долгожданного жилья. Расскажите, пожалуйста. Наверное, начнем с того, что в 2014 году я открыла свой первый депозит сыну моему по совету своей коллеги по работе, которая приобрела в тот момент квартиру в Алматы путем накопления на нескольких депозитах по семейному пакету. И активных вложений, открыть-то открыла, но активных вложений ежемесячных я не вкладывала туда. В последующем открыла депозит дочери тоже. Но хочется здесь сказать, что первую квартиру, которую приобрела, получается, вернее, накопила на Первую квартиру? Да, первую квартиру купила матери, используя семейный пакет. В то время моя мама жила в селе Маканчи, и были у нее определенные накопления денег. И она не знала, что с ними делать. И я вот, используя семейный пакет, на брата, на сестру, на себя, объединили эти депозиты. В течение 5 лет накопили, и в 2020 году купили матери двухкомнатную квартиру здесь, в семье, и перевезли ее. Дальше пришлось мне снова открывать себе депозит, себе уже, и делать накопление себе уже. И в этом году, в конце сентября, я в Астане приобрела квартиру по программе 50 на 50, купила трехкомнатную квартиру. Если не ошибаюсь, квартиру в Нур-Султане вы взяли с помощью средств через пенсионный фонд, правильно? Да. Потому что мне немножечко не хватило средств, и пришлось через пенсионный фонд свои накопления использовать. И эта сумма как раз мне не хватало. Да, как раз этой суммы мне не хватало. Откуда вы узнали вот то, что можно использовать средства? Эта программа же у нас вот недавно буквально, получается, возникла. Эту информацию я узнала от Аиды, консультанта моего, которая в течение нескольких лет является консультантом нашим. При приобретении квартиры матери тоже она консультировала нас, и также в данный момент при приобретении себе квартиры она мне очень много помогла. Она доходчиво, ясно, понятно, простым языком объяснила мне конкретно. Очень грамотный специалист, профессионал, можно сказать. Она меня довела до кредитования, в принципе, использовала все свои знания. А кредитную заявку вы, по-моему, тоже оформили через нашего консультанта? Да, кредитную заявку я оформляла там же, у Аиды. И эта кредитная заявка, в принципе, тоже быстро была одобрена. В течение 20 минут была одобрена. Это было очень удобно для вас? Конечно, я очень обрадовалась. И обрадовалась тому, что можно было использовать вот эти вот свои пенсионные накопления. Дальше, после Аиды, после кредитной заявки, оформления, вы куда обратились? Дальше вы пошли к менеджеру? Дальше обратилась к менеджеру Гульнар Садыбековне, которая тоже в течение 2 суток практически оформила кредитную заявку. И дальше то, что нужно, какие-то формальности, документы, на все вам помогла. Тоже. А как отреагировали ваши родные, близкие, то, что вот после того, как вы использовали средства через ЕНПФ? Конечно, все обрадовались. А вы вообще планировали в этом году квартиру брать, или так как не хватало, вы собирались на следующий год? Были такие мысли? Да, были мысли, если не хватит, конечно, но мне действительно выручило мои пенсионные накопления. Отлично. А что бы вы посоветовали нашим вкладчикам, нашим будущим вкладчикам, нашим подписчикам? Как следует вести свой будущий такой этот путь? Чтобы открывали депозиты, используя ваши средства массовой информации через от Пасабанк, через ваших консультантов, которые действительно дают правильное направление, грамотно в течение
каких-то 10-15 минут могут оформить на Короткого времени, в течение, да, оформить депозиты всем и кредитоваться, накапливать свои деньги, взносы делать и покупать себе квартиру желанную. Спасибо. Друзья, напомню, что у нас в гостях сегодня Галия Уразбаева, это наша вкладчица, наш подписчик. Недавно она приобрела трехкомнатную квартиру, используя средства через пенсионный фонд, приобрела жилье в городе Нур-Султан. Спасибо вам еще раз и до новых встреч. И вам спасибо.